Время для школы. И неудивительно, что многие из нас полны решимости учиться лучше, а не дольше. Но советы и хитрости для обучения действительно работают с научной точки зрения и могут помочь вам получить отличные результаты с первого шага, показывающие, что учебные занятия наиболее эффективны в небольших коротких кусках вместо того, чтобы втиснуть 10-часовую учебную сессию, гораздо эффективнее распределить ее на 20-30-минутную сессию в течение нескольких недель, потому что ваш мозг лучше кодирует информацию в синапсах за короткий повторный сеанс, а не один большой. Вот почему даже обучение различным навыкам, будь то плавание, урок пения, часто следует тому же формату. И хотя спазмы и стягивание всех ночей могут быть ритуалом, выясняется, что это связано с самой низкой частотой после длительных рассуждений о ночных занятиях. И на память может быть оказано негативное влияние, вплоть до целой мгновенной установки определенного времени в день или во время недели только для того, чтобы изучить мозг путем создания рутины. И со временем учеба становится проще, поскольку ваш мозг обучается учиться в такие моменты, и в это время, как многие из нас проводят часы пассивно, перечитывая наши заметки или выделяя учебник. Исследования показали, что быть неэффективным – это не улучшает ваше понимание тем и не связывает ключевые концепции вместе. Это может быть даже вредным, поскольку привлекает внимание менее важной информации. Флеш-карты. С другой стороны, доказали, что они являются отличными инструментами для укрепления памяти. Выдержка времени в расписании звонков, упорядочение по времени, например, поездка на автобусе домой, также помогает иметь конкретную цель для изучения, а не для изучения английского языка. Выберите один аспект или определите, стоит ли это уравновешивание химических уравнений или изучение спряжения французских глаголов. Если вы не можете объяснить это просто, тогда вы не понимаете это достаточно хорошо, чтобы людей попросили выучить отрывок, а затем попросить ее, чтобы они были проверены на материале, пока другой половине сказали, что они должны будут преподавать это другим учащимся, которые ожидают, что научат этому. Намного лучше понимали их, когда вы ожидаете, что ваш мозг организует информацию в более логичной структуре согласованности. Конечно, нужна практика для вашего мозга в окружающей среде. Но даже если вы делаете ошибки, они помогают выявить пробелы в вашем тесте практических знаний, которые также повышают уверенность в себе. Приводя к лучшей производительности по этому, где вы должны изучать, исследования показывают, что выделение освещенного места для учебы, которое хорошо освещено всеми инструментами, которые вам могут понадобиться, лучше всего, так же, как и время сидения, ведь в вашем мозгу для учебы есть потрясающий учебный плейлист. В то время как некоторые исследования показали, что определенные типы классической музыки помогают улучшить концентрацию. В недавнем исследовании показали, что обучение с ритмичным фоновым шумом может быть вредным для фокусировки, и тем, кто не пользуется музыкой, становится намного лучше. И если вы еще не убрали свой телефон, это не представляет сложности, но ваши текстовые и социальные медиа-уведомления работают, то у вас понижается концентрация.